Главные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. С 1 июля по 15 августа в Крыму стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В селе Октябрь Джанкойского района закрывают единственную школу. В микрорайоне Фонтаны жители своими усилиями установили детскую площадку. В селе Ореховка Кировского района отсутствует общественный транспорт. Медицинские работники отмечают профессиональный праздник. Об этом и не только расскажут корреспонденты службы новостей телеканала «Милет». Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Это представительное собрание мировой политической и бизнес-элиты состоялось уже в 20-й раз. С 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Республики Сергей Аксенов провел в Петербурге ряд деловых встреч и отметил, что инвестиционные возможности Крыма впервые представлены на форуме. Но Республика Крым впервые стенд представляет. Я был и на прошлом форуме в Санкт-Петербурге, и во многом Ялтинский экономический форум в том числе брал пример, то есть вот с организаторов, которые действительно организовали такое уникальное мероприятие. И сегодня вы сами видите 20-й форум, и большое количество людей, знаковых вообще, которых знают во всем мире, и бизнесменов самых крупных, наверное, и которые приезжают сюда, заключают контракты, соглашения с субъектами Российской Федерации, с правительством России. Так что уникальное мероприятие. Рады, что мы здесь участвуем. И Крым впервые представил сегодня площадку и свой инвестиционный потенциал на этом форуме. Так что, на мой взгляд, все правильно идет. В Крымстате ведется подготовка как всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016, которая пройдет с 1 июля по 15 августа. Это событие коснется сотен людей, тружеников аграрного сектора, живущих в сельской местности, имеющих личное подсобное хозяйство или состоящих в садоводческом, огороднических и дачных объединениях. Сельскохозяйственная перепись позволит получить данные о поголовье скота и птицы, земельных ресурсах и эффективности их использования. Впервые в Крыму пройдет всероссийская перепись сельского хозяйства. Это самое масштабное статистическое мероприятие в аграрной сфере. Будут посчитаны площади сельхозугодий, количество урожая, наличие тепличных комплексов, поголовье скота и полевой техники. Работа предстоит трудная, но значимая. По сути, мы готовим на сегодня информационную почву для правительства республики, для крымчан, конечно, для предпринимателей, для того, чтобы знать, вот с какой стартовой площадки продолжать, если хотите, развивать сельское хозяйство в Крыму. Вот. Ведь не секрет, что сельское хозяйство на любой территории является одной из стратегических отраслей. Ведь это же источник насыщения продуктами питания. Вот. Для нас это ведь на сегодня актуально. Мы очень много говорим об импортозамещении. Вот мы на сегодня готовы к этому или нет? И на эти вопросы ответит сельхозперепись у нас в республике. Мустафа Мустафаев из Белогорского района начинал свою фермерскую деятельность 10 лет назад с 2 коров. Сегодня поголовье крупного рогатого скота у него на подворье составляет 75 голов. Под зерновые люцерны он засеивает 35 гектар. В поле и на животноводческой ферме трудится всей семьей. Мустафа Бей узнал о переписи недавно, но готов сотрудничать с Крымстатом. Готов. Любое время дня, сутки, в общем, зимой и летом. Разницы нет. Любое время. Это не человек сказал, что иди в лес спрятаться, когда они придут, потом выйдешь. Это животное. Вот все время на глазах, постоянно они здесь пасутся у нас. Откорм внутри фермы, мы их не выгоняем. Все время на глазах. Что индюки, будем говорить, как их пернатые, что крупнорогатый скот, они у меня постоянно на виду. Чтобы данные переписи были достоверными, опросные листы будут заполнять специально обученные люди. В Крыму это 700 сотрудников Крымстата. Задача каждого из них – обойти 10-15 хозяйств в день. Узнать их будет достаточно легко. Каждому выдана форменная одежда. Вот так должен выглядеть человек, пришедший переписывать ваше хозяйство. Солнцезащитный козырек, жилет, имеющий светоотражающие полосы, удостоверение, которое должно быть подтверждено паспортом, а также планшет, либо же опросные листы. Закон запрещает использовать информацию для любых целей, кроме подготовки статистического анализа. Перепись анонимная и добровольная. Это необходимо сделать, потому что в государстве должна быть вся информация, которая происходит у нас в сельском хозяйстве, для того, чтобы уже прогнозировать определенные ходы действия или импортозамещения, или то, что нам необходимо
кормить наших гостей нашего полуострова, это, я думаю, просто необходимо сделать, чтобы это все была информация обязательно. Также к всероссийской переписи привлечены самые маленькие граждане нашей страны. Объявлен конкурс детского рисунка сельскохозяйственной переписи 2016 года. Своим творчеством они повышают интерес к этому событию. Луиза Мавлюталиева, Виктор Еланцев, телеканал «Милет». В Верховной Раде Украины накануне всерьез пытались провести так называемые слушания по стратегии реинтеграции Крыма. Без воинственных речей не обошлось. Украинские депутаты и общественные агитаторы громогласно уверяли, что не смирились с возвращением полуострова в Россию. Однако лучшим показателем несерьезного отношения правящих кругов Украины к этому сборищу послужило отсутствие на слушаниях высших украинских чиновников. Самой вызывающей выходкой отличился организатор неудачной блокады полуострова Ленур Ислямов. Во время выступления он вывесил на трибуне крымско-татарский флаг и заявил, что полотнище будет оставаться на этом месте вплоть до тех времен, когда полуостров отойдет к Украине. Однако планам Ислямова вновь не суждено было сбыться. Уже к утру флаг с трибуны потихоньку убрали. Сегодня вместо него висит плакат «Требуем расследовать офшорную коррупцию власти». Таким образом, очередная затея Ислямова оказалась несостоятельной и вызвала недоумение у крымских татар. А то, что происходит в Украине, я могу назвать это какой-то мелкий флешмоб, который сделал Ленур Ислямов. Он показал, но раз его сняли, это уже неправильно. Значит, такое отношение к нашему народу. Флаг это народ, он представляет народ, именно крымско-татарский. Я думаю, это, во-первых, раз он это сделал, не подумав, наверное, он должен был все сделать и показать. Если у него не получилось, это значит, такой поступок глупый. С профессиональным праздником сегодня поздравляли медицинских работников. Торжественный концерт и награждение за многолетний и добросовестный труд провели в Русском драматическом театре имени Горького. Подробнее в сюжете Алиме Кайбулаевой. Всех собравшихся медицинских работников поприветствовали и поздравили представители власти Крыма. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Владимир Бобровский принял участие в награждении медиков почетными грамотами и благодарностью. Уважаемые друзья, ваша профессия одна из самых важных и значимых на Земле. На свете нет более гуманного, ответственного и благородного дела, чем забота о здоровье людей. Меняются времена, но непреложно остаются такие необходимые качества медика, как гуманность, милосердие, самоотверженность. От состояния здоровья человека напрямую зависит как качество жизни каждого гражданина, так и благополучие страны в целом. Мы чествуем тех, кто сегодня занимается научными исследованиями, обучением студентов и специалистов в области медицины, тех, кто в праздничный день будет находиться на своем посту, дежурить в больницах, роддомах, бригадах скорой помощи. Также сегодня 25 медицинских работников получили премии от Государственного совета республики в размере 38 тысяч рублей. Они награждались за многолетний и добросовестный труд. Я хочу вам пожелать оптимизма, бодрости, энергии, веры в собственные силы, новых побед в решении тех задач, над которыми мы сегодня с вами вместе бьемся. Но самое главное, чтобы результаты этих изменений видели, собственно, те, для которого вы служите. Это все жители Республики Крым, и тогда, мне кажется, они смогут оценить в полном объеме всю ту работу, которую мы с вами сегодня проводим. Обладательницами таких премий стали заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Брянская Бахчисарайского района Эльвира Фетислямова и заведующая Новопавловской амбулатории Красноперекопского района Эдия Ситаджиева. Я очень благодарна нашему правительству, нашей администрации, что они оценили мой труд многолетний. Значит, желаю всем нашим коллегам, в первую очередь, здоровья, терпения, потому что сейчас нам стало, конечно, немножечко тяжеловато, потому что идет реформы. В принципе, мы готовы к реформам, мы стараемся. В принципе, все, мне кажется, преодолимо, и все будет у нас хорошо. Я очень рада и желаю всем трудиться, любить свою профессию. Моим пациентам я желаю крепкого здоровья, чтобы они не болели и приходили к нам только на профилактику. В
В медицине Эльвира Фетислямова работает уже более 40 лет. И каждому пациенту у нее особый подход. Заведующая проводит прием не только в амбулатории, но и отправляется на выезды в любое время суток. Поначалу было страшно, конечно. Такая смена профессии, я никогда не работала в селе. Втянулась. Сейчас я себе вообще не представляю другую работу. Занимаемся профилактической работой. Профилактическая работа, сюда входит диспансеризация. Сейчас надо делать по возрастам. Я, например, свое население очень люблю. Они также ко мне хорошо относятся. Прием пациентов в этой амбулатории проводится каждый день. Уже с самого утра выстраивается очередь на прием. Здесь и взрослые, и дети. Детей приводят на плановое обследование, а взрослые обращаются за помощью. Измерить давление, получить уколы. На все население здесь работает только 2 медработника. У нас здесь 2 человек, Эльвира Абдурахмановна и я. Местные население все время приходят, все время с удовольствием к ней идут на прием. Она вообще такой ответственный человек. Даже если и дети звонят домой и говорят: мама, когда ждать, она все время говорит: извините, мне еще на вызов. То есть она не считается со своим временем, она всегда всем помогает. Специалист от Бога. В этой амбулатории пациенты могут рассчитывать на внимание медицинского персонала каждому обратившемуся за помощью. Местные жители рассказывают, что Эльвира Фетислямова очень внимательный человек. Она настоящий профессионал своего дела. Кроме того, она в любое время суток спешит на помощь. Эльвира Абдурахмановна очень хорошая фельдшер-акушер. Нам очень нравится, дети ее любят. Каждый месяц мы приходим сюда на обследование, за прививками, за справками. В принципе, нам все очень нравится, все устраивает. Даже среди ночи мы ей даже отдыхать не даем дома. Если нам плохо, мы обращаемся. Она никогда нет не говорит, всегда старается помочь. Кроме качественного лечения, родители и дети могут весело и полезно провести время на детской площадке, которую облагородили местные жители. Теперь им не придется сидеть и ожидать своей очереди в коридорах больницы. Небольшое озерцо сделали. Дети приходят, вроде рыбку ловят, удочки им там вставляли, все такое. Таким образом, руководитель больницы отмечает, благодаря этой площадке работать стало легче. И настрой детей перед приемом врача стал позитивным. Алимия Кайбулаева, Умер Мустафаев, Руслан Хохлов, телеканал Милет. В Симферополе состоялось очередное заседание Комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям. Это последнее собрание депутатского состава перед летними каникулами, на котором обсуждались вопросы реабилитированных граждан, новые законопроекты и пути реализации федеральной целевой программы. Айша Шулакова расскажет об этом подробнее. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов выступил с проектом о внесении изменений в закон Республики Крым о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. В него входит предоставление бесплатной юридической помощи по вопросам реализации прав этой категории граждан. Предлагается делать нуждающимся скидку на покупку твердого топлива и сжиженного газа в размере 50%. Поможет тем гражданам, которые сегодня еще... дома которых и населенные пункты не обеспечены в полной мере централизованным отоплением, газоснабжением. Это в основном, конечно же, районы сельской местности, где у нас наиболее незащищенные слои. И в этой части я считаю, что закон существенно поддержит категорию из числа репрессированных. Также на заседании рассматривали выдачу удостоверений лицам, имеющим справки о реабилитации депортированных граждан. Справки использовать в том числе и в быту, и в работе достаточно проблематично. Они у нас формата А4. Удостоверения в данном случае позволят пользоваться ими с удобством для людей. И мы разработали сейчас такой проект, который позволит в муниципальных образованиях через отделы межнациональных отношений установленного единого образца удостоверения выдавать людям беспрепятственно при наличии справок о реабилитации. Как отметил председатель Госкомнадзора Заур Смирнов, все эти проекты упростят процесс исполнения указа президента России о реабилитации репрессированных граждан. На реализацию законопроекта не потребуется дополнительных финансовых затрат. На это планируется использовать 168 миллионов рублей, которые уже имеются в бюджете. Законопроект приняли за основу и отправили на доработку. На заседании также обсуждали ход реализации федеральной целевой программы до 2020 года. Как отметил начальник службы капитального строительства Василий Недзе,
Зельский. Всего на нужды капитального строительства в этом году планируется освоить около 700 миллионов рублей. Из них около 500 миллионов предполагается направить на обустройство мест компактного проживания репрессированных граждан. Основная, конечно, сумма из этих денег 399 миллионов – это строительство школы в микрорайоне Фонтаны на 825 мест. Остальные объекты – это и линейные объекты, то есть электроснабжение, водоснабжение, строительство мемориального комплекса и так далее. Значит, всего объектов в плане по данному мероприятию финансируемого из бюджета Республики Крым 10. Как отметил Василий Недзельский, до конца года планируется завершить строительство школы на Фонтанах. Работы профинансированы, готова вся проектно-сметная документация. Также будет завершено строительство 24 жилых домов в селе Ильичево Ленинского района. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». В текущем году крымские абитуриенты будут поступать в вузы по упрощенной процедуре. При этом в российских вузах для жителей полуострова выделяются отдельные бюджетные места. По информации Министерства образования и науки Республики Крым, российские и крымские вузы установили разные даты приема документов. Это сделано для того, чтобы в случае, если абитуриент не поступит в институт за пределами Крыма, он мог поступить в крымский вуз. В Министерстве образования напомнили, что абитуриент вправе подать заявление о приеме на обучение по программе бакалавриата и специалитета не более чем в 5 образовательных организаций. Родители, проживающие в микрорайоне Фонтаны Симферопольского района, объединив свои усилия, соорудили детскую площадку. Наша съемочная группа была приглашена оценить результат. Слово нашему корреспонденту Софии Шукуровой. На улице Тепличной, где проживают многодетные семьи, еще 2 недели назад не было детской площадки. У жителей микрорайона Фонтаны не было специально оборудованного места для того, чтобы выйти погулять с детьми и найти им интересные занятия. Сейчас здесь есть песочница, качели, домик и даже турник. Мы сами решили с соседями для наших детей сделать эту площадку. Сами своими силами организовались, чуть-чуть, скажем так, скинулись деньгами и все вместе, девочки, мальчики и дети нам помогали, все вместе дружно все это сделали. Мы испытываем радость и гордость за то, что нашим мужьям удалось построить детскую площадку. Раньше нам негде было гулять с детьми. Теперь по вечерам все мамочки со своими детьми выходят, и мы весело и интересно проводим время. Теперь малыши с удовольствием играют на новой площадке. 5-летний Гирей Умеров каждый день приходит сюда со своей сестричкой. Мне нравится площадка, я каждый день сюда прихожу. Сестричка тоже сюда приходит, играется. Я люблю кататься на качеле. По словам местных жителей, детская площадка еще будет расширяться. Здесь планируют установить новую горку и простые тренажеры для маленьких спортсменов. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Жители села Ореховка Кировского района жалуются на отсутствие общественного и школьного транспорта. Люди обращаются к местным районным и республиканским органам власти, но безрезультатно. В этой ситуации пыталась разобраться Мавиле Юб. Село Ореховка Кировского района фактически отрезано от транспортного сообщения. Сюда вообще не заезжают междугородние автобусы. Село оказалось в стороне от любых транзитных маршрутов. Транспорта нет, потому что нам, как говорят, невыгодно нам его сюда пускать, потому что у нас тут мало людей. Мы просили, что не надо именно чтобы там Кировская Ореховка был, хотя бы проходил мимо хотя бы какой-то, хоть раз в день. Мы и то уже были согласны. Хорошо, мы этот вопрос решим, и до сих пор этот вопрос не решается. Пока школьный автобус ходил из Ореховки в Ильичевскую среднюю школу, жители села добирались до райцентра на нем. Но уже 2 года они лишены такой возможности. Кому куда-то надо поехать, люди встают в 6 утра и идут на автобус пешком, не на автобус, а на поезд, если надо, в Советский, например, съездить. А так транспорта никакого, ни рейсового, ни детского. Со школьным автобусом мы бились, просили 1,5 года, чтобы нам дали автобус, потому что мы близлежащие в 3 километра школа от нас находится. И опять мы столкнулись с проблемой того, что нету автобусов, нету подвоза. Мы пробовали добиться и обращались в власти наши, и местные, и в советскую администрацию, и в Кировскую. Толку нету вообще абсолютно. Проблема в том, что рейсы школьного автобуса в Ильичевскую школу отменены. Школа относится к Советскому району, и руководство Кировского района отказывается организовать межрайонный школьный маршрут, ссылаясь на нормы российского законодательства. Они имеют
имеет право только в своем районе и прикрепленных школ для этого района. А возить из Ореховки в эту школу ничего. Это район, это нарушение там законодательства. В Кировском районе есть школа в поселке Яркое поле. Она готова принять детей из Ореховки и обеспечить перевозку. Но родители не хотят переводить туда учеников, поскольку учебное заведение находится в 15 километрах от их села. На сегодняшний день ребята ходят пешком за 3 километра в Величевскую школу. Здесь я могу поехать за 5 минут забрать, туда мне добираться на полчаса, час. И у меня всегда возможности нет его забирать оттуда, где можно за 5 минут доехать рядом. И мне ребенка в 6 часов утра будить тоже не хочется. У всех есть дети, поймите, пожалуйста, нас тоже. Неужели так тяжело выдать нам автобус, нашим детям? У меня 4 детей. Я полдня теряю, чтобы их отвезти, привезти. Мне работать, как кормить семью, как вот это вот все. Я вообще не понимаю. Вот я хотела бы спросить, вот стоит 2 года наших нерв, слез наших детей, чтобы просто дать нам автобус, чтобы наши дети спокойно ездили туда, куда они хотят, учиться в той школе, которой они хотят, к которой они привыкли. Заместитель главы администрации Кировского района Мухтар Керимов прокомментировал по телефону проблему с общественным транспортом. Районные маршруты должны мы создать свой МУ. И этот вопрос на сессии был поднят, чтобы выделить деньги и купить автобусы в эти отдаленные села, чтобы маршруты ходили. Это на стадии решения. Местные жители надеются, что в скором времени они смогут ездить в райцентр на общественном транспорте. Однако, по словам руководства районной администрации, проблема с организацией межрайонного школьного автобуса для детей из Ореховки может быть решена только на уровне правительства республики. Мавиле Юб, Дмитрий Завой, телеканал Милет. Жители села Октябрь Джанкойского района получили известие о том, что их единственная школа закрывается. Родители возмущены таким положением дел. В ситуации разбиралась наш корреспондент Султания Ситакаева. Местные жители категорически против закрытия Октябрьской общеобразовательной школы. Причина, которую назвали руководители районной администрации – аварийное состояние здания. Есть документ, подтверждающий факт аварийности школы, что не дает возможности в дальнейшем обучаться в данной школе. И данная школа не прошла согласование Роспотребнадзора, не получает лицензию. Поэтому эксплуатировать дальше школу нет возможности. Поэтому принято решение о закрытии данного учебного заведения. Но учитывая то, что в данном поселении 132 ребенка, это 29 школ и 38 детский сад, дети должны получать нужное образование. Сейчас нами подготовлено ходатайство на модульный детский садик, который рассматривается на установку в селе Октябрь. И будем в дальнейшем рассматривать включение в план работы строительства школы. Активистка инициативной группы жителей поселка Эльмира Исмаилова подтвердила, что школа давно не видела капитального ремонта. Но родители учащихся своими силами проводили косметический ремонт. И сейчас они готовы материально и физически поддержать работу школы. Мы просим, тут надо заменить крышу, 2-й этаж, если есть возможность, значит отремонтировать. Нет возможности, значит 1-й этаж, что-то как-то сделать, чтобы ее не закрывать. А со временем уже построить новую школу. Потому что у нас детей очень много в селе. Очень. Даже дошкольного возраста детей у нас 300. Построить и сделать, отремонтировать. И люди помогут, и мы все поможем. Лишь бы только какое-то было финансирование и была какая-то нам помощь. Родители жалуются, что в селе уже закрыли детский сад и клуб. Теперь оба здания превратились в руины, новые не построены. На грани закрытия ФАП осталась лишь школа, и теперь она также на грани ликвидации. ФАП на грани закрытия, может, даже уже и закрыли. Ну ничего, детский сад вон разобрали, развалили, все закрыли. Ничего, почту закрыли, да. Мы хотим, чтобы вот школу отремонтировали и детскую площадку какую-то для детей, чтобы сделали. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в эту школу. Нам обещали построить модульный садик. Пусть этот садик присоединяет к нашей школе. Ближайшая школа, в которую собираются перевести ребят из села Октябрь, находится в селе Майское. Чтобы туда добраться, детям придется рано вставать и долго ехать. Это доставит массу неудобств, как родителям, так и детям. Но мы не хотим, чтобы эту школу закрыли. Туда Майское тяжело ездить. Как-никак маленькие дети.
хотим, чтобы эту школу не закрыли. Ученики любят свою школу и не готовы с ней расстаться на несколько лет. Я хочу, чтобы отремонтировали школу, я хочу учиться в этой школе. Я хочу первый класс в эту школу пойти. Жители села Октябрь просят представителей власти республики вмешаться в ситуацию и помочь в решении проблемы. Султания Ситакаева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию со дня рождения известного скрипача-музыканта Энвера Шарфетдинова. В экспозиции собраны его фотографии, афиши, тетради с народными песнями, грамм-пластинки и его музыкальные инструменты из фондов музея и коллекции семейного архива. На выставке побывала и наш корреспондент Диляра Шевкетова. Его называли крымским Паганини. Энвер Шарфетдинов родился в семье знаменитого скрипача Рифата Уста. Первым навыкам игры на скрипке и тонкостям мастерства музыкант учился своего отца и старшего брата. Закончил школу искусств для одаренных детей имени Глиера в Ташкенте. Обладая абсолютным слухом, виртуозно играл на скрипке и других крымско-татарских музыкальных инструментах, в том числе на даре, зили, давул, боразан, ней, кавал и других тюркских и европейских музыкальных инструментах. Вспоминая мастера Энвера Шарфетдинова, в первую очередь мы вспоминаем его скрипку. Вы спросите, почему? Потому что его особенность игры отличалась от исполнения других скрипачей неординарностью. Звание заслуженного артиста он так и не получил, но он настоящий народный артист. Он же виртуозно играл на даре. Скрипач он великолепный. А еще в Узбекистане у нас есть народный инструмент зурна, сурнай. А на нем он вообще свистел. Он владел многими инструментами. В экспозиции собраны материалы о жизни Энвера Шарфетдинова, редкие фотографии, тетради с песнями из личной коллекции скрипача. Примечательно, что маэстро не владел нотной грамотой, записывал только слова песен, а мелодии подбирал на слух. Главными украшениями музейного фонда стали музыкальные инструменты, скрипка и аккордеон, на которых он играл более 50 лет. Сегодня ансамбль «Джазаир», созданный Энвером Шарфетдиновым в 1988 году, и скрипач Дилявер Бекиров сыграли одну из знаменитых мелодий музыканта Наргуз. Работники музея подготовили программу о жизненном и творческом пути выдающегося скрипача. Показали съемку выступления Шерефа Шарфетдинова из архива редакции ГТРК «Крым». Сохранились и записи на дисках, выпущенные его племянником Рашидом Мемишевым. Гости мероприятия поделились воспоминаниями о многолетней дружбе с известным скрипачом, рассказали о вкладе Энвера Шарфетдинова в развитие крымско-татарской культуры. Особенно всем запомнилось его блестящее исполнение композиции «Тым-тым». Наряду с такими корифеями национального искусства, как Сабрие Реджепова, Аблямит Умеров, Ильяс Бахшиш, Энвер Шарфетдинов внес такую свою лепту в наше национальное искусство. Изучал нашу национальную культуру не по нотной грамоте, а именно по своему гениальному такому дарованию, обладал абсолютным слухом, феноменальной музыкальной памятью. Близкие Шерефа Шарфетдинова выразили благодарность организаторам мероприятия. Выставку подготовили по инициативе Министерства культуры Республики Крым и Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Завтра выпуск новостей на русском языке смотрите сразу после передачи «Мираба Рамазан». Оставайтесь с нами. Всего доброго.